Общественное объединение «Береке». В будущее с доверием, уверенностью и поддержкой. Консультации, тренинги, стажировки ежедневно у сотрудников неправительственной организации огромное количество планов и идей. Одна из приоритетных целей – предоставить сельским НПО новые знания и навыки. Обучить эффективным методам работы с целевыми группами. Работа в этом направлении ведется на протяжении 10 лет. Июль 2015 года ознаменовался для организации началом реализации программы «Партнерство в целях развития и процветания», поддержанной Агентством США по международному развитию USAID. Программа по повышению потенциала сельских НПО объединяет 4 области Казахстана – Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую и Акмолинскую. В центральном регионе партнером в реализации программы выступает общественное объединение «Экоцентр», опытная карагандинская организация. Программа направлена прежде всего на институциональное, профессиональное и организационное развитие НПО Казахстана, работающих в сельской местности. Несмотря на то, что такие организации работают с наиболее уязвимыми категориями населения, в числе которых люди с ограниченными возможностями, дети и молодежь из малообеспеченных семей, женщины и пожилые. У них по сравнению с некоммерческими организациями, работающими в городской местности, ограничен доступ к информации, новым технологиям и финансовым ресурсам. Специально разработанные тренинги и стажировки позволили организациям развить навыки оценки нужд и потребностей сообщества, обучиться методам работы с населением, разработки и освещения социальных проектов, выстраивания долгосрочных партнерских отношений с государственными органами, представителями СМИ, бизнес-организациями для совместного поиска выхода из проблемных ситуаций. Для эффективного развития просто необходимо, чтобы НПО, работающие в сельской местности, имели прочную структуру и в них работали хорошо обученные, высокомотивированные люди. Ограниченность ресурсов приводит к острому дефициту штатных сотрудников и актуализирует привлечение волонтеров к работе в своих организациях. В рамках программы были проведены летние молодежные лагеря для волонтеров сельских НПО. На их базе поколение Next получало новые знания, так необходимые для работы общественных организаций. Это и возможности использования новых медиа, различных фото- и видеосервисов, основы социального проектирования, понятие гендерного равенства и многого другого. В целях повышения профессионализма НПО в рамках программы им была предоставлена возможность реализовать небольшие проекты, инициированные совместно со своими целевыми группами. В их числе проекты, благодаря которым люди с инвалидностью овладели навыками компьютерной грамотности, повышен лидерский потенциал сельской молодежи, организован досуг детей, женщины с инвалидностью прошли курсы швейного дела, пропагандируются семейные ценности, налаживается взаимодействие СМИ и НПО в освещении социальных проблем. Пожилые люди и ветераны совместно с молодежью вносят свой вклад в развитие своих районов. Еще совсем недавно организации, не имеющие даже представления о своей миссии, сегодня, участвуя в программе, начали оказывать востребованные среди своих целевых групп услуги. Ярким примером эффективности развития организации является проект, поддержанный программой и нацеленный на подготовку детей из малообеспеченных семей к школе. Инициатива общественного объединения «Асыл Булашак» уже дала положительный результат в плане социальной адаптации детей. Подготовки к школе ребята научились читать и писать, а у родителей, прежде не осознававших важность развития, появились надежды на успешное будущее их детей. Бұл жерде жақсы нәрселер оқып, жазып, үйретті. Жақсы нәрселер. Писать. Писать. А еще? Читать. Считать. Читать. Тебе нравится, да? Да. Хоть чему-то ее научат все-таки, уже будет проще, потому что я, допустим, мне сложно было с ней учить буквы. Она не понимала, чего я от нее хочу, я не понимала, как ей это объяснить. Естественно, если преподаватели уже с образованием и потом психологические все равно тесты они проходят, они уже знают больше. Сюда он стал ходить, за 3 месяца он начал писать у меня хорошо левой рукой.
Он начал заниматься, начал по слогам уже читать. Хорошо, да? Вот у меня например, у меня нету денег, да, отправить его в садик. У меня 5 детей. Для меня, как студента, я здесь являюсь волонтером, это огромная возможность проявить себя, весь свой потенциал. Детки для меня за это время стали очень родными. Многие дети у нас уже посещают 1 класс, отлично учатся. Я очень рада, что являюсь частью этого успешного проекта. Совместная работа с населением над улучшением качества жизни – вот основная задача НПО.